Атайсал, көслі, рухлы, яқты хүз. Әйткән хайын әйткі келе. Такое емкое и сильное слово. Атайсал – это и семья, и друзья, и родные края. Так называется классный проект, с которым мы объехали весь наш Башкортостан и даже доехали до нашей столицы, Москвы. Но обо всем по порядку. Атайсал – сила Отечества. У нас была особая миссия – довести до ребят идею ценности малой Родины. И, конечно же, обучить ребят, снять классный ролик, оперативно смонтировать и тут же показать всему форуму. И мы справились! Давайте вспомним, как это было. Отправляемся в Янаул. Где родился, там и пригодился. У меня сегодня важная миссия – осветить форум. Атайсал – сила Отечества. Атайсал – это... Это моя семья. Это мой город Янаул. Моя мама с папой и родственники. Деда, прадеда, которые родились, живут, жили и будут жить в нашей памяти. Родина, где я родилась, где я учусь. Там, где ты живешь, там, где ты работаешь, там, где ты узнаешь много нового, и там, где тебя растят. Каждый район Башкортостана славится своими особенностями. Давайте узнаем у взрослых, с чем ассоциируется Янаульский район. С чем у вас ассоциируется Янаульский район? Выберите одну игрушку и расскажите. Хорошо. Так, бәләкәй чакта минең самолет булды, берничә самолетым булды, трактордар, машиналар булды, ләкин бер касан да миндә поездар булмады. Авыл хуҗалыгы менән бәйле. Чөнки бында шул тиклем егәрле халык яшәй. Улар иген үстерәләр күбәйтеп, һәм әлбиттә был якта малсылык менән шөгыльләнәләр. Но ысын дөрес әйткәндә һәрбер Янаулга тап килә. Уенсыктар арасында бына мин самолетты һайлап алыр идем, чөнки әйтергә кирәк, минең Куштар китә дигән йырым бар. Хасан Усманов был йырды йырлап, Куштар китә йырын Каусария Шафика һүзләренә. Каусария Шафика ул Янаулдыкы. Без 20 ел яшәдек монда. Янаулда. Шуга күрә Хасан Усманов йырды йырлаганда, клипта төшергәндә самолет менә осып китте. Киткәнем бар туган илдәрдән дип йырлай. Был йырды беләгез. Шуга күрә бuna капыл гына караганда мин самолетты һайлап алам. Һез кем ул? Мин бүген башкортларның орта гасырдагы йөргән башкортларның киемен күрсәтеп торам. Без бүген Янаул районында шушы мероприятиедә бит инде Янаул районында как раз Уран уру башкортлары җирендә, Уран уру башкортлары монда яшәйләр. Булар барысы төньяк-көнбайыш башкортлары. Алар элек-электән бөтен сугышларда булганнарда бөтенсенә катнашканнар, шундый яугир халык булганнар. Монда поездның булуы сораклы түгел. Вот эту игрушку выбираю. Где у нас железная дорога? Вот эту вот. Мин һайлар инем менә ошо тракторда. Чөнки авыл хуҗалыгы үсешкән районнардан береһе, шул ук тәмле итеп һөт ризыктарын әзерләйдер. Янаулда аэропорт булган, Нефтекамага шунан күсергәндәр. Шулай ук без беләбез, Янаулда бик авыл хуҗалыгы үсешкән. Мәсәлән, Өфөлә без күрһәк, Яңавыл районында эшләнгән без шул һөт азыктарын алабыз. Һәм миңа улар нык охшай. Безгә авыл хуҗалыгы ягыннан күп ярдәм республика тия. Я знаю, что здесь имеется железная дорога, имеется поезда и железнодорожный вокзал. Һәм ошо тимер юлы вокзалы аша безнең күп безнең республикада яшәгән егетләр, кызлар укуга эшкә йөриләр. Янаул безнең өчен, безнең төньяк капкаларыбыз. Тут стык двух крупных железнодорожных узлов. Свердловской железной дороги и Горьковской железной дороги. Они как раз меняют экипажи тут. И выезжают весь северо-западные районы, выезжают с этой станции в разные направления России. Красиво рисовать, и мы для себя отметили 7 значит, время.
были прекрасны. Меня больше всего вдохновил Исмагил Тасимов, так как он трудопромышленник. Который открыл вуз в Санкт-Петербурге. И это очень круто. Несмотря на все сложности, он поднялся на такую вершину. На самом деле я знала эти фамилии из школы, из других источников, но благодаря фильмам, которые вы снимали, я узнала еще больше. Нам нужно на кого-то равняться, и увидев то, что они сотворили, дается какая-то мотивация, и хочется продолжить их дело. Вроде бы такие же, как мы. Районы сколько интервью. А бывает и без корреспондента, то есть отлично, очень даже хороший вопрос. Обязательно подходим к человеку, здороваемся, потому что Я много нового узнала о сюжете и поняла, что в какой-то мере мы неправильно снимали. И у меня уже появилась мысль, мы воспитываем новое поколение журналистов. Когда я приеду обратно в Краснохомский, я планирую провести несколько уроков. Наша телестудия появилась недавно, а 8 ноября только она появилась. Мы еще не очень начали снимать. Как раз сегодняшние знания очень понадобятся нам. Ждите сюжетов. Мастер-класса «Тамыр» нам дали задание снимать меценатов. Мы пойдем знакомиться с ними. И мне кажется, это очень круто, потому что сначала нам рассказали теорию, и мы сразу же приступаем к практике. Мне очень нравится, что я живу в Башкортостане, в Янауле, и мне посчастливилось посетить такое чудесное мероприятие. Ну, патриотизм для молодежи, для детей начинается с порога. Вышел за порог своего дома. Все, считай, ты должен любить свой дом, свою улицу, свое село, город свой, республику и в целом всю нашу великую Россию. Поговорили с участниками и гостями, сняли интервью и даже попробовали бауырсак. Янаул действительно встретил всех радушно. Атайсал – сила Отечества. Вот так здорово было в Янауле. Үлкендерді баласаққа алып қайтып келдік. А впереди нас ждала новая точка – Чикаго. Если что, я про Чикмагушевский район. Быть корреспондентом очень ответственно. Надо успеть рассказать и показать вам все-все. И сегодня я буду вашим путеводителем по муниципальному форуму «Атайсал. Сила Отечества». У меня в руках волшебные хлебные колосья. Они исполняют желания. Вместе с участниками форума мы сейчас будем их обогащать зернами и добрыми пожеланиями на 2024 год. Хочу, чтобы в нашем районе было больше форумов. А я хочу, чтобы у нас было больше спортивных площадок. Совершать намного больше добрых и полезных дел. Я желаю, чтобы Чикмагушевский район среди россыпи драгоценных камней нашей республики был бриллиантом. Работа на площадке телеканала «Тамыр» кипит не по-детски. Здесь юные журналисты учатся снимать, рассказывать, показывать самые актуальные новости. И не только.
расскажите, что тут происходит? В какую игру вы играли? Мы играли в снежинки. Первая игра называлась «Снежинки». То есть мы в нашей команде за время изготовляли снежинки и продавали. О, а можно тоже ваш бизнес? Конечно, мы рады таким креативным молодым людям. Женщина – хранительница очага, одна из секций форума. Здесь говорят о семейных ценностях. Я желаю Чекмагушевскому району процветания их муниципалитетов. Чтобы наши выпускники после получения высшего образования выбрали свою малую родину. Я хочу, чтобы в нашем районе еще сильнее развивался спорт. А я также хочу, чтобы движение первых стало одним из ведущих групп, которые будут дальше развиваться. Очень прекрасный сегодня семинар. Я посмотрел, как Чекмагуш изменился, очень красивый. Детям большое развитие. Ата-бабаларыгыздың 5-нче башкорт полкында хезмәт итеп, Наполеонды енгәннәрен искә төшереп, шул вакытта улар күп итеп буза, кымыз менән Кутузовты һайлагандар. Шуны искә төшереп, шул йолаларда тиргезеп, буза, кымыз итештерүде булдырыгыз. Ирдәргә шуны теләйм. Даже Москва сегодня с нами. И там поступил вокальный ансамбль. Ну что ж, наша картина готова. Посмотрите, сколько тут пожеланий от участников форума. Это радует. Значит, следующий год будет богат на урожай. С вами была Алина Бакиева, спецкор телеканала «Тамыр» из Чикаго, из Чекмагушевского района. Старлибашевский район встретил нас звучно, ведь мы подготовили звуки от Айсала. Спрашиваете, как это было? Сейчас покажу. Иң тәмле икмәк, хуш есле кумбагыш майы, тел йотырлык бауырһак. Бер һүз менән генә әйткәндә, данлыклы Стәрлебаш ире Атайсал ватан көсе форумын каршы ала. Рәхим итегез. Мәктәптә укыганда бәләкәйдә шундый бер шигырь ятлатканнар бездә. Нимә ул ватан дигән темага һәм ватан ул улым туган ер. Буна һин торган урын. Күп елдар гомер кичергән ата-бабалар борын тиелгән. Минең Атайсал моны шулай яңгырай. Тыңлап карагыз әле. Это звуки родной деревни, звук ручья. Водопад, Кук-Караук. Это река и родники. Ашкадар елга шаяга торган бөтенлеккә сакта. Рыбалка. А вот еще звуки, да? В деревне вечереет. Кис. Тынлы кис урман тирәһендә. Родительский дом. Птицы в поле верещат там. Сиңерткәләр был безнең Ашкадар буендагы тугай. Интересный факт. Стерлибашево ставила знаменитым медресе. Только представьте, в течение 2 веков здесь обучались десятки тысяч шакирдов самых разных национальностей. О Стерлибашевской медресе знали даже в Стамбуле, Тегеране, Багдаде и Мекке. Утын басу. Раньше была такая пила, «Дружба-2» называлась, ручная. Нимәлер ашайлар, но нимәлер бастылар алдыра. Мне вчера мама позвонила и говорит: балам икмәк пешердем, хлеб испекла. Это как раз хруст этого хлеба, как мама режет этот хлеб. Еще один факт. Мало кто знает, что Сосланбек Тавасиев впервые услышал от нашего земляка о Салавате Юлаеве. Во время Великой Отечественной войны Сосланбек Тавасиев был эвакуирован в Стерлибашево. И вот житель Стерлибашева так залипательно рассказал легенду об Адыре, что скульптор решил во что бы то ни стало создать памятник Салавату Юлаеву. Вот так вот. Стадо идет домой. Мен көтөдө бек ярата торгайым не өсүндүр. Биринчиден ул
бернисә көн һавай атта рәхәтләнеп далала йөрү, икенчесеннән нисектер менә табигать косагында көне буена үткәрү вакытын ярата идем. Нашу корову Акбаш называли. Акбаш это белоголовая. Көтүгә жүгүрәбез, короче, да. Иду с дискотеки. Мәктәп инде, мәктәп. Аллага 8 еллык мәктәбе. Атайсал көсү, ул әлбиттә һәрбер кешенең кулыннан килгәнсә, бердәм булып эшләп, үз ягыңа, үз илеңә, телеңә, динеңә хөрмәт күрсәтү. Ысын барлыкта инде менә матур итеп яшәү өлгеһен бирү. Төп көс бердәмлектә. Илебез киләсәге безнең кулда. Строим будущее республики вместе. Атайсал – сила Отечества. Вместе с проектом мы полетели покорять столицу. Долго думали, какие бы гостинцы прихватить для наших земляков, и решили взять частичку Родины – его запах. Мы в полпредстве в Москве сейчас узнаем у тех, кто здесь, чем пахнет их малая Родина. Чем пахнет ваш Атайсал? Ну, наверное, мой Атайсал пахнет, когда в детстве я ездил в деревню на покос, и там обычно резали свежую баранину, и вот запах свежей баранины, вот этот бульон, он ни с чем не сравнимый. Его ни в какой квартире не сваришь, вот только на огне, на открытом огне, на покосе, вот смешанный с запахом свежей скошенной травы, вот эта свежая баранина, бульон, это вот еще он перемешивается с запахом клубники. Ну, это вот, это коктейль такой Родины. Когда был как ты молодой, на рыбалку с утра вставал, брал удочку и на весь день уходил на рыбалку. И вот там запах леса, вот реки, гор, трав, вот это. Мой Атайсал пахнет сгущенкой, так как я вырос в Карломатском сахарном заводе и молочном заводе. Поэтому я всегда только ел сгущенку. Вот, поэтому я такой вырос на сгущенке. Мой Атайсал пахнет вот так. Угадайте, что здесь? Вот такие знакомые запахи, а назвать не могу, виноват. Травяной чай, что ли? Ой, вот это, ой, такая душистая трава, не скажу, что-то типа полыни. Поле, вспоминается детство. Әлбиттә, һәрберебезнең Атайсалының еҫе ул бәләкәй саҡта минең әзәйем бешергән ниндәйҙер тәмле кәстәр, үләндәр. Мында нимә икән? Былай тотоп ҡарағанда үләнгә оҡшаған бит инде бит. Мель, наверное. Ну, я говорю, что это хлебом пахнет. Мына икмәк. Учалы икмәк дидерем. Икмәк дидер. Мына бынаһы икмәк. Мына һинеке лә, минеке лә Атайсал еҫтәре бер үк бит. Ну, тут тоже вот что-то с лепешками, с чукумачем там связано, похожие вот запахи. Не знаю, вот такие впечатления. Бынаһы. Это вот что-то такое. Сарымсак. Был һарымһаҡ. Есть такой огонек, который вот, или хреновина называют. Һарымһаҡ бәләкәй саҡтаны итмен ашай торған. Я уже забываю, как они называются. Мында һеҙ йыш йыйылағыҙ. Мына ошо залда беҙҙең төрлө ағайҙар, апайҙар йыйылып, төрлө шундай етди һорауҙар тураһында һөйләшәбеҙ. Әлбиттә, ошо залда иң йыш
һөйләшә торган ниндәйдер темалар, ул безнең республика турында, республиканы нисек үстерергә, нисек ярдәм итәргә, һәм ошо залга киләләр, кем бүген Мәскәүдә яшәй, эшләй, әмма үзенең туган ягын, республикаһын, үзенең туган авылын онытмай. Атайсал — это такая очень хорошая идея, которая объединила тех людей, которые хотят помочь своей малой родине. Я не знал, что существует такой Атайсал, такая программа, такое общество, которое занимается благими делами. Вот это интересно. Хочу послушать и присоединиться к этому благому движению. Здесь собрались те, кому дорог Атайсал, кто скучает по малой родине и заботится о ней. Желаем им удачи! Туган илдең кадерен ситтә йөрһәң белерһең. Мәскәүдә ВДНХ-ла халык дөнья. Друзья, Атайсал «Сила Отечества» в Москве на ВДНХ. Но кроме этого вы должны еще знать, что у нас открытые и добрые люди. А где ваш Атайсал? Мой Атайсал в республике Кабардино-Балкария. Город Брянск, я там родилась. Я из Курской области. Я родилась в Сергиев Посаде. Это не очень известный, но очень красивый город. Это республика Башкортостан. Липецкая область, город Усмань. Я родилась в Костромской области, и я очень люблю Кострому и свой любимый город. Я на выставке «Россия ВДНХ» и пристаю ко всем с вопросом, как звучит ваш Атайсал. Сіздің Атайсалығыздың тауышы ниндей? Бұны тыңдап қараңыз әлі. Очень приятный звук, как будто у меня на Орловщине поют кузнечики. Очень похоже, как моя Зорька. Утром меня зовет, чтобы я подоила ее. Это корова, да? Гуляют где-то в степи. Бұл менің бала сақтағы ауылда көтеу күткен мәлдер итке түсті. Мое детство как раз прошло среди таких полей. Мы залезали на плиты детьми, и коровы шли мимо нас, и мы их гладили. Это непередаваемое ощущение. Спасибо, что немного меня туда вернул. Очень классно. Спасибо. Оказывается, наша республика Башкирская АСР одной из первых поставила свой павильон на ВДНХ. Это было в далеком 1939 году. Правда, потом его превратили в павильон «Кукуруза», но это уже совсем другая история. А как тебе эта выставка? Эта выставка мне очень нравится. Мне кажется, она отображает всю сущность России. Приходишь и сразу понимаешь, какая именно это область, какой это район. Есть некий вайб. Ты ходишь и понимаешь, что да, это моя Россия, это моя родина. Егор, как тебе выставка? Мне очень понравилось. Мне понравилась Уфа и Чеченская республика. Там очень красиво и приятно вспоминать свою родину. А чем тебе Уфа нравится? То, что там очень вкусный мед, дружелюбные люди и очень много красивых мест. Ну, услышал. Там голос веков, поколений, земли. Когда весной просыпается наша река, и из-под льда первые ручейки текут на берег. Мне это напомнило звук льющейся колонки. Может быть, ты застала, наверное, уже не застала это время, когда во дворах
частных домов стояли колонки, и ты включаешь воду на рычаг, и она льется вот так на землю и падает, и ты из нее пьешь. Я смотрю, вы из Башкортостана? Да. Из города Уфа? Да. А в городе Уфа есть прекрасный доктор детский, который возглавляет республиканскую клиническую больницу, Рустем Закиевич. Я с большим удовольствием 12 лет назад был вместе с ним на специализации в городе Барселона, и с тех пор мы дружим. Передаю ему большой привет. Из города Орла. Спасибо тебе большое, что ты ко мне подошел. А вы часто ездите на свою малую родину? Искандер, я свою малую родину нашел уже в зрелом возрасте. Я искал ее конкретно, знал где, но побывал не так давно. Но эта земля оказалась мне очень знакома по рассказам отца. Он рассказы отца с детства, я их впитал и из его детства. И я потом попал и узнал вот людей, узнал много, очень почувствовал, где я нахожусь. Но я, наверное, сейчас маловато помогаю малой родине, но планирую. Но в Башкирии я стараюсь участвовать и быть в Башкирии, делаю памятники. Но, то есть, с Башкирией я работаю очень плотно, и моя душа, мое сердце там. А малой родине планирую. Проект «Атайсал» объединяет взрослых, которые заботятся о малой родине, а мы учимся ценить ее. Каждый район, каждый город нашей республики чем-то славится. Например, Давлекановский район мы поехали с сандалями. Почему? Смотрим. Атайсал бүген уңган илһияр халык яшәгән аслы күлле Балкандаулы дәүләкәндә миңа охшайбында. Бүген мин үз эзендә калдырыр өчен ни эшләргә кирәк дип төпсенәм. Какой след вы оставили у себя в районе? Я думаю, что след желтый, след солнца, тепла и дружбы. Я люблю свою работу, люблю своих детей. Мин кызыл төс хайлар идем и кызыл эз калдырыр идем. Я, во-первых, люблю темно-синий и синий цвет, цвет неба, цвет космоса, цвет авиации. И вот этот цвет вошел в наш Давлекановский район через нашу международную аэрокосмическую школу. И я вот оставляю голубой цвет вот на вот этом Атайсал. В сандалиях Давлеканской обувной фабрики выросли мои бабушка, дедушка, мама и папа. Легендарным сандалиям около 70 лет. И знаете, оказывается, 70% давлеканской обуви шло на экспорт. Атайсал – это сила! А какой след ты бы хотел оставить у себя на родине? У себя на родине я хотел бы оставить след, чтобы моя родина была чистая, прекрасная. И для этого я с 2022 года занимаюсь и руковожу сообществом Зеленого Давлеканова. Мы улучшаем экологию нашего района. Зеленый след для будущих поколений. Я бы хотела, чтобы наши ребята возвращались на родную землю, прославляли ее, гордились тем, что они живут в такой прекраснейшей республике, развиваются, творят добро, помогают людям. Һез үҙегеҙҙең атайсылығыҙҙа ниндәй эҙ ҡалдырҙығыҙ? Атайсал миңә бик яҡын. Һәрбер кеше үҙ илендә, туған ерендә эз ҡалдырһа, бик яҡшы була. Менә бында
күк төсте хайлайым үзебезнең Башкортстан гелдә һавада зәңгәр күкле тыныс тормыш булсын. Эпос «Зайтуляк Лихоголов» – гордость башкирского устного творчества. Родился здесь, на Давлеканской земле. Эпос про объединение народа. Наша сила в единстве. Это доказано веками. Какой след вы оставили у себя на родине? У нас в деревне Калиновка, значит, сегодня работает уже 13-й год Международная аэрокосмическая школа имени космонавта-испытателя СССР Урала Назиповича Султанова. Это школа, где дети давлекановские повышают свои знания, сами входят в новый мир, мир космоса, авиации, физики, математики, астрономии, биологии. Вот это, считаю, очень большой вклад детей. Если молодое поколение любит и взаимно относится к своему родине, вкладывается, помнит о ней, да, не забывает, когда оно уезжает учиться, то и малая родина будет отплачиваться тем же. Һәрберебезнең үз атайсалында эз калдырырга хәленнән дә, көсеннән дә килә. Тик теләк кенә булһын. Киләһе тукталыш – Нуриман районы. На этот раз мы решили проверить интуицию участников. Кто же справился лучше? Атайсал форумы Нуриманда. Тимак, Тамыр телеканала Уйдешин Башлай. Сегодня я вам покажу и расскажу, что здесь происходит. Не зря Нуримановский район считает второй Швейцарией. Сказочной красоты озера, реки, живописные горы, пещеры, хрустальные прозрачности ключи. Кстати, о ключах. У меня в руке замок и связка ключей. Как думаете, какой ключ подходит к этому замку? С какой попытки вы сможете его открыть? Такое устройство, которое, собственно говоря, с одной стороны запирает. Может, с первого раза попробуем? Давайте возьмем красный ключ. Если брать в это логическое мышление, должен быть зеленый ключ. Зеленый цвет – это светофор, движение вперед – это атайсал. Яшелин. Сенки яшел, беден Башкортостан төсі. Я думаю, красный. Почему так думаете? Потому что красный, красная горка, красный ключ. Вот красненького цвета. Мне цвет красный нравится. Yok asılmanı. İkincisi neyim var mı? Zenger. Bana aslan. Harahımdan qarayım. Harahı kirmeydi. Kızılımdan. Amına kızılgın astı. Ну, попробуем вот этот. А почему решили то, что подходит именно красный цвет? А здесь Атай в красном цвете написано. О, получилось сразу с первого раза, значит. Как интересно. Тамыр каналы майдан сыгала гөрләй. Ух, тагы нисәмә яшь журналистлар үтеп килә. Какие двери в вашей жизни открылись благодаря Атайсалу? Но двери открываются перед нами тогда, когда ты их сам открываешь, когда ты что-то делаешь для своей родины. Минем тормышымда асылмаган йодактар бик күп булды, ләкин мин һәр вакыт уларга аскыс хайларга тырыштым, этләргә тырыштым. Һәм күбрәк йодактарга ана шулай 3-нче, 4-нче тапкырдан аскыс табу мөмкинлеге булды. Какое самое яркое воспоминание, которое описывает ваше детство? Это ассоциация весна, ручьи, это березовый сок, это красные скалы у нас, красивая очень природа. Бәләкәйдән, яшьтән үзем атайсал булганмындыр дим. Чөнки элек-электән авылдашларымды оештырып, авылга һәр вакыт ярдәм итә торгайнык. Интересно у нас было детство, интернета не было. На рыбалку мы ходили, на велосипедах ездили, мотоциклы собирали.
жизни не бывает закрытых дверей или замков, бывают только неправильно подобранные ключи. Это доказали участники форума Атайсала. Пусть в вашей жизни всегда будут открыты любые двери. До встречи! Вот так было весело на муниципальных форумах Атайсал «Сила Отечества». Настало время подводить итоги в Уфе. Отправляемся прямо сейчас. Атайсал көсле, рухлы, нурлы гүт, әйткән һәйін әйтке килә. Слово Атайсал звучит как пароль. Пароль, чтобы попасть в самое главное место – в малую родину. Менің Атайсалым Ишимбай районы Кратовые кызы буламын. Выросла на Дальнем Востоке. Я родилась в городе Уфа. Микрорайон Сипайлово. Дуркеле районы Мәскәү авылы. Менің туған егім Күйргәзі районы. Киябыз ауылы. Я сам из города Бирска. Телеканал Тамыр не может без сюрпризов. Здесь кипит нереальная битва умов. Поиграем в «От уйнатып». Что делаем? Сейчас я вам все объясню. Покажи мне. Вам нужно бросить кубик. 2, да? Да. Угу. Смела. О! 1. А что это? Награда какая-то? Это вопрос. Вопрос? Ух ты, давай. Что такое аллюры? А. Опухоль в копытах. Б. Виды походки лошади. Или В. Карликовые лошади. Сейчас. Нет. Нет. Это виды походки лошади. И это правильный ответ. Откуда вы знаете? Но я слышала этот термин, и поскольку мы живем в Башкортостане, мне кажется, все, что связано с лошадьми, знает каждый башкир. Целый год мы на форумах выясняли, как звучит, чем пахнет Атайсал, какого цвета, какого запаха. Продолжим напрягать взрослых. Бір мұқсайды алғыза есінде неме ятқанын білігіз. Сейчас попробуем. Прям понюхать надо? Любой налам, Давид. Туған ер есе саған. Тамаш еді дейді болмайлы так. Полынь. Үлән. Мында үлән түгел, мында он травка какая-то, да? Біздің ватанымыздың топырағының есі шығып тұра. Мой Атайсал звучит вот так. Послушайте. Так, ничего нет. Я должен что-то сказать? Что же это? Не могу угадать. Я в ферме нахожусь, да? Это мне напоминает утро в деревне. Каждый вечер коровы возвращались вдоль дворов. А у вас была в детстве коровка? Как ее звали? Мне кажется, Марта очень сильно отличалась от остального стада в табуне. Такая прям бежевая с одним большим белым пятном. Мы ее звали Марта. Я, по-моему, уже в лесу нахожусь, птички поют. Кто это? Цикады? Сейчас очень душевно получается, мне оторваться сложно. Полночь, ты лежишь на зеленой траве. Ну, это я даже не знаю, что. Я рыбу ловлю. Это родник. Так звучит ручей. Когда ауылға заезжаешь, вот так речка протекает под мостом. Мне вспоминается все то же детство, когда я со своим дядей ездил на рыбалку. Мы с ним рыбачили, он учил меня. Правда, рыбы я так и не поймал. Течет чистая вода, холодная, свежая, которой ты в жаркий летний день умываешь лицо на покосе. Это все из моего детства, когда приезжала к няняке с картотайкой и проводила летом время у них. Атайсал
Атайсал ватан көсі тип тебя бүгін үйректер. Бәдікелі, үлкендердікелі. Әйе, рахмат Язгүл, репортажың үшін. Рахмет Яша, Искандер ағай. Атайсал – сила Отечества. Это пароль, чтобы попасть в малую родину. И чтобы чувствовать силу Отечества.